Greetings, dear viewers. Здравствуйте, дорогие зрители! Мы приглашаем всех на сегодняшний прямой эфир, чтобы ответить на некоторые из самых популярных вопросов, которые вы, наши зрители, задали после просмотра исторического онлайн-форума «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который состоялся 12 ноября 2022 года на платформе проекта «Созидательное общество». Подъем магмы происходит по всему миру. И этот процесс только усиливается. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Подъем магмы уже вызывает в Исландии рои землетрясений. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. По 1000 событий в день. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысячам ядерных бомб. Подъем магмы провоцирует извержение вулканов. Один из самых известных супервулканов Йеллоустоун подает тревожные признаки сейсмической активности. Каждые 12 тысяч лет происходил аномальный рост вулканической активности. Циклические катаклизмы происходят именно каждые 12 тысяч лет. Исследователи считают, что эта цикличность имеет галактическую природу. Мы вычислили этапы, когда будет пик и чем это закончится. Те климатические катастрофы, которые последуют далее, будут в разы жестче и губительнее. Планета их не переживет. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита, и иммунитет планеты ослаблен. На самом деле, настоящая беда впереди. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Итак, для тех, кто еще не смотрел этот форум, вы можете найти его на сайте проекта «Созидательное общество» с переводом на 150 языков. Сегодня спикеры форума снова собрались вместе, чтобы ответить на часто задаваемые вопросы, которые мы обнаружили в комментариях и в ваших письмах. Сегодня мы ответим на вопросы о климате, технологиях, политике и СМИ. Мы хотели бы поблагодарить вас за ваши хорошо продуманные ответы. И сейчас давайте приступим. Елизавета, один из вопросов, который задают люди: откуда вы знаете, что у нас осталось мало времени? Добрый день, уважаемые зрители. Да, у нас действительно осталось очень мало времени. Понимаю, что в это не хочется верить, но это действительно так. И на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» 12 ноября этого года был представлен климатический доклад, который основывался на данных большого коллектива ученых, начиная с 1996 года. Этот доклад учитывал данные не только изменения климата, но и огромного количества других дисциплин: геологии, вулканологии, сейсмологии, магматизма, палеомагматизма, магнетизма, седиментологии, изучения криолитозоны, физики Земли, физики атмосферы и десятков других направлений. Никто в мире не проводил еще более комплексного и обширного исследования, учитывающего все факторы современных изменений, аномалий и угроз во всех оболочках Земли. Результатом этой самой междисциплинарной в мире работы стала математическая модель развития событий. Представленные результаты расчетов математической модели показали, что нашему человечеству осталось 6-7 лет относительно спокойных, а уже менее чем через 14 лет
наша планета может превратиться в такую же безжизненную планету, как и Марс. Планету, на которой не будет больше привычной нам атмосферы, не будет магнитного поля, не будет океанов и растительности. И не будет нас, 8 миллиардов живых людей. Мы бы очень хотели, чтобы представленная модель оказалась ошибочной. Но, к сожалению, каждый день она подтверждается новыми рекордами, аномалиями и научными исследованиями. Сейчас приведу только несколько из них. На форуме 12 ноября говорилось, что катастрофический прорыв магмы, который вызовет фатальный гидроудар для нашей планеты, произойдет в Марианской впадине. А уже через 2 дня после форума, уже 14 ноября, Геологическая служба США заявила, что подводный вулкан Аху, являющийся частью Марианской дуги на севере Марианских островов, начал извергаться в середине октября. Это говорит о том, что магма уже поднимается. Если вы подумали, что ничего страшного в гидроударе, как и в извержении подводного вулкана, нет, то вы серьезно ошибаетесь. Если холодная океанская вода соединится с горячей раскаленной магмой на дне Марианской впадины, она внезапно разложится на кислород и водород. Это создаст огромный взрыв, который породит сильнейшую ударную волну. Почему будет взрыв магмы на дне Марианской впадины, несмотря на то, что там 11 километров толщи воды, что является огромным давлением? Ведь считается, что на такой глубине из-за высокого давления вода не может вскипеть. Мы получили множество таких вопросов, и сейчас объясним это. Дело в том, что во время этого процесса не будет происходить вскипание, как образование пара, а будет происходить разложение воды на водород и кислород. Это реакция, которая протекает под действием очень высоких температур. Магма, которая поднимается с глубин, намного более горячая и имеет совершенно другой химический состав, нежели та, которая обычно изливается при подводных извержениях. Именно поэтому прорыв такой раскаленной магмы, зажатой давлением столба воды, вызовет взрыв по силе в 1000 раз превышающий взрывы всего запаса ядерного оружия, находящегося на Земле. И этот взрыв прорвет атмосферу. И в подтверждении этого хочется привести еще одну статью, которая вышла уже через 9 дней после форума. Все вы слышали про извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло в январе уходящего года. Так вот, только сейчас исследователи констатировали тот факт, что это было самое сильное из извержений, которое когда-либо было зарегистрировано при жизни нашей цивилизации. Вдумайтесь, самое сильное из наблюдаемых извержений. Почему это так? Потому что извержение достигло рекордной высоты. Это был первый прорыв в мезосферу, который ученые когда-либо видели. Мезосфера начинается на высоте 50 километров, а вулкан выбросил газы и пепел на высоту 57 километров в самой высокой точке. И это при том, что это было просто извержение подводного вулкана. Почему это произошло? Во-первых, исследователи отметили, что лава подобного состава не поступала ранее при подводных извержениях Тонга 2009 и 2014 года. В предыдущих извержениях магма задерживалась в промежуточном очаге, а в этот раз свежая магма быстро поднималась, не тратя время на химические изменения. В новой магме было больше количества пузырьков, она была более горячая и реактивная. И второе — это то, что над вулканом была прослойка воды. По мнению профессора Кулакова, изучающего геодинамику и мантийные процессы, вода — это самое взрывоопасное вещество на Земле. Так как часто при резком соприкосновении воды с лавой во время извержений происходят взрывы куда как более мощные, чем если бы извержения вулкана происходили без воды. Даже обычный дождь увеличивает взрывоопасность извержения. Так, например, дожди вызвали извержение вулкана Килауэ в 2018 году. И вот представьте себе, что произойдет, если миллионы кубометров раскаленной магмы встретятся с миллионами кубометров воды в Марианской впадине. Если даже обычное извержение сейчас уже прорывает мезосферу,
то прорыв атмосферы в результате такого взрыва, как гидроудар, очень просто представить. Новостей, подтверждающих модель, сейчас будет становиться с каждым днем все больше и больше. Ресурсов волонтеров проекта «Созидательное общество» не хватит, чтобы их обработать. Поэтому мы очень рады пригласить всех желающих к совместному исследованию. Уже очень скоро появится новая платформа для того, чтобы каждый желающий мог поучаствовать в продолжении междисциплинарного исследования. Если вам попадется новость или научная статья, подтверждающая озвученную на форуме модель, вы сможете прислать ее на эту платформу, прокомментировать и обменяться этой информацией со всеми. Это будет исследование. Thank you very much. Thank you very much, Elizabeth. And Спасибо now, большое, Елизавета. to the next И question. сейчас мы Olga, приступим maybe ко you второму can, вопросу. you can Ольга, go возможно, вы могли бы продолжить. Да, определенно. И то, что мы услышали сейчас, это сенсация, целый блокбастер. Гидравлический гидроудар. Фильмы есть фильмы, но это тщательно просчитанная математическая модель, которая воздействует на нас в режиме реального времени. Это блокбастер, в котором мы живем прямо сейчас. Не нужно покупать билеты в кино или попкорн. Это происходит прямо сейчас. Вы должны сами увидеть, что это такое. Тали, как отреагировали люди, которые смотрели форум? Да, благодарю, Ольга. Мы видим, какой неподдельный интерес эта информация вызвала на просторах интереса интернета и в социальных сетях. Люди делятся своим мнением, снимают видео для ТикТока и на Ютубе о самом форуме. Некоторые видео даже завирусились и стали вирусными, и набрали миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. И люди действительно понимают, что это не только жизненно важная, но и жизненно необходимая информация для всех и каждого, для их выживания. То же самое на Твиттере происходит не только на официальных аккаунтах «Созидательное общество» и «Глобальный кризис», где можно найти самую свежую информацию, но и на многочисленных ресурсах с видеосылкой на сам форум, а также просьбы провести открытое обсуждение проблемы и решений, которые были предложены на форуме. Люди делятся хэштегом «Выживание в единении» или «Our Survival in Unity», который тоже завирусился, и там 4 миллиона им поделились. Этот хэштег настолько завирусился, что люди просто делились и делились им. И, наконец-то, можно сказать, что общественность наконец-то сформировала общий запрос начать говорить об истинных причинах кризиса изменения климата. И мы к этому вернемся вопросы чуть позже для ответа на вопросы людей. Да, спасибо, Тали. Мы понимаем, что время не на нашей стороне. Давайте рассмотрим один вопрос о климате, потому что эта информация должна была быть самой горячей темой во всех СМИ. Но вместо этого они молчат. Поэтому давайте разберемся, сколько на самом деле у нас времени. Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов. Если говорят, что климатические катастрофы учащаются, а у нас осталось мало времени из-за цикличности, то как возможно, что люди могут противостоять природе? Ольга, прекрасный вопрос. По сути, решению был посвящен весь форум. И он даже был назван «Наше спасение в единении». Само название говорило о том, что спасение есть, и оно в единении людей. Но как мы можем бороться против природы? Как объединение для построения созидательного общества решит проблему подъема магмы и изменений в ядре? Давайте начнем с самого начала. Сейчас изменение климата, а также извержение вулканов и землетрясения начинают нарастать на всех планетах Солнечной системы. Конечно, там, где есть вулканы и, возможно, землетрясения.
Посмотрите новости за 2022 год по землетрясениям и подъему магмы на Марсе. Вы будете шокированы, насколько это синхронно происходит с процессами на Земле. Это говорит о том, что ядра всех планет, так же как и ядро Земли, сейчас испытывают серьезные изменения. В них нарастает энергия, они нагреваются, смещаются от центра масс, и это происходит даже на газовых гигантах. Как ученые пришли к такому выводу? Если вам будет интересно, мы расскажем эту тему в следующий раз. Итак, к ядрам всех планет поступает сейчас дополнительная энергия. Ни один из известных нам типов энергии или воздействия не дает похожих симптомов, какие происходят сейчас во всей Солнечной системе. То есть это не гравитационное, не электромагнитное воздействие, не галактические лучи и не темная материя. Но эта энергия имеет физическую природу, а значит, ее можно изучить. Если мы до сих пор не знаем, что это за энергия, это значит, что наша наука еще просто не дошла до понимания, что это такое. 200 лет назад мы не могли предположить, что будем общаться через интернет, но сейчас мы это делаем. Итак, нам нужно изучить неизвестное ранее воздействие и понять, как оно работает, и как ему противодействовать. Но у нас нет 200 лет, у нас есть 5-6 лет. Что это значит? Что нет времени расслабляться. Необходимо собрать весь научно-технический потенциал человечества, мобилизовать наши усилия и попытаться изучить это воздействие и понять, как его нейтрализовать, чтобы к ядру перестало поступать такое количество избыточной энергии. Тогда ядро перестанет нагреваться и интенсивно колебаться. Тогда магма постепенно успокоится и перестанет подниматься. Конечно, это произойдет не сразу, будет инерция процессов, но планета не погибнет, а значит и у нас будет шанс выжить. Итак, нам нужно в кратчайшие сроки найти решение. Нам нужны самые умные люди планеты, гении, потому что нет времени тратить на простых специалистов. У них уйдет слишком много времени. Да, и будем честны, мозгов может не хватить. Потому что сейчас эти люди даже не видят, что климат меняется не из-за СО2. То есть нам нужны самые гениальные люди планеты. Но мы их даже не знаем. Почему? Потому что в каждой стране есть свой военно-промышленный комплекс. И государство находит самых умных людей и забирает их на создание суперсовременных вооружений, атомных бомб, сверхзвуковых ракет. Эти гении сидят в закрытых конструкторских бюро, изолированные друг от друга, потому что каждый из них хранит самые важные государственные тайны о создании оружия. Но нам нужно объединить их, потому что один гений не сможет решить ту сложную задачу, которая перед нами стоит. Нужен коллектив, который работает в резонансе. Ведь то, что не может один человек, коллектив сможет, потому что каждый член команды усиливает и дополняет остальных. И вот теперь представьте, что каждой стране сейчас нужно отдать гениев, которые знают государственные тайны, чтобы они начали работать вместе. Пойдет хоть одна страна на это? Или позволят ли спецслужбы открыто сотрудничать в команде этим людям? Разрешат ли они делиться открытиями друг с другом, которые сейчас применяются для вооружения, но могут помочь спасти нам всем жизни? К сожалению, нет. В мире, где правят деньги и власть, здравый смысл отсутствует. Ни одна страна, даже понимая всю серьезность угрозы, не пойдет на это, так как политики будут бояться потерять власть и деньги. Итак, нам нужны условия, при которых государства не боялись бы отдать своих гениев, чтобы они начали работать вместе. Что это за условия? Это мир без войн, где управляют не политики, а сами люди. Нужно, чтобы большинство здравомыслящих людей объединились, и здравый смысл возобладал. Ведь есть ли время для военных тайн, отстаивания власти и денег политиков, когда человечество находится на краю гибели планеты? Или все же нам нужно забыть распри и сделать все возможное, чтобы выжили все? Как же создать такой формат, где единицы не смогут решать, умирать ли всему человечеству или жить?
Нужно объединиться самим людям и создать мирным путем формат общества, где ценность жизни будет на первом месте. Все обеспечены благами, и войны невозможны. Именно это и делает проект «Созидательное общество». Надеюсь, теперь понятно, почему нам так необходимо проинформировать друг друга и объединиться для построения созидательного общества. Thank you, Елизавета. Thank you so Большое much. спасибо, Елизавета. Огромное спасибо. Еще один часто задаваемый вопрос. Каковы наши шансы, что когда вот мы соберемся все вместе, решение будет найдено? Может быть, Джон, передаю вопрос вам? Спасибо, Ольга, спасибо за вопрос. Если в целом, то гарантий никаких нет, потому что будущее — это то, что мы создаем как человечество. Но если мы построим созидательного общества, я считаю, что шансы найти решение будут очень высокими, очень хорошими. На самом деле, астрономически высокими. Почему? Во-первых, истинная причина климатической катастрофы станет очевидной для всех. И таким образом мы, как человечество, сможем начать решать правильную проблему, правильную задачу, а не сливать наше внимание на выданную аферу с СО2 или триллионы долларов на чушь зеленой энергии. Мы все приложим усилия для решения правильной проблемы. Во-вторых, гениальные ученые, скрытые от общественности, смогут выйти на свободу в созидательном обществе. И, что еще более важно, они смогут открыто сотрудничать и разрабатывать совместные решения. Эта возможность совместной работы очень важна, потому что я считаю, что мы все понимаем, что группа или команда может достичь гораздо большего, чем, скажем, результаты отдельно взятых людей, даже просуммированные. А объединение всего нашего научного потенциала даст нам лучший шанс выжить. В-третьих, все принадлежит нам, человечеству. Следовательно, наши ученые могут получить достаточную поддержку, необходимые ресурсы для достижения успеха. В-четвертых, эти ученые не будут начинать с нуля. Пусть, к сожалению, сейчас не решение климатических проблем, но они уже имеют опыт изучения этого вида энергии, который стал причиной климатических проблем. И, наконец, то есть они не будут начинать с нуля. И, наконец, существует огромный стимул. То есть каждый из этих ученых будет полностью понимать, что поставлено на карту, что стоит на кону, что это не только их жизни, их семьи и друзей, но и жизни всего человечества. Если они потерпят неудачу, мы все потерпим неудачу и погибнем. Просто-напросто. Если они добьются успеха, мы все выживем и будем жить в прекрасном мире. Думаю, это достаточно весомая мотивация, не так ли? Подведя итог, можно сказать, что в созидательном обществе лучшие люди будут трудиться совместно над реальной проблемой, обладающие достаточными ресурсами, опытом и стимулами. Поэтому я считаю, что наши шансы найти решение намного более высокие, когда мы объединимся. Большое спасибо, Джон. Ответ на следующий вопрос, в принципе, уже давался, но мы бы хотели подчеркнуть еще раз, поскольку мы сталкиваемся с этим вопросом довольно часто. Джон, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Как ученые могут сесть за один стол? Да, в текущем формате общества это будет невозможно, как Лиза справедливо заметила. Необходимо общество, где не будет войн, где группы лиц и государства не будут стремиться к власти или господству над другими. Это нечто невероятное в потребительском мире, потому что невыгодно отдавать или афишировать гениальных ученых, на которых государства полагаются в своих стратегических целях. Но только изменив формат общества, в котором человеческая жизнь является высшей ценностью, в котором правда преобладает, спрятанные ученые, обладающие реальным потенциалом для решения климатической проблемы, будут освобождены, из закрытых бюро, и ученые смогут сесть за один стол переговоров, чтобы противостоять климатической проблеме и спасти человечество. Но те ученые, которые не находятся в закрытых бюро, которые работают публично, не коррумпированы, которые понимают истинные причины изменения климата и необходимость действия, они пытаются донести эту правду до всех, чтобы мы, человечество, действительно понимали ситуацию и могли принять ответные меры. Им нужна полная поддержка с нашей стороны, иначе это ученые сталкиваются с преследованиями и гонениями.
Иногда и карьера, и жизни действительно подвергаются опасности. Это правда. Если вы сомневаетесь в этом, то возьмите профессора Витерито или меня, и мы говорили о личных историях, которые приключились с нами, и можете узнать об этом на форуме. Спасибо, Джон. Такие события — это просто события, и на самом деле людям самим решать, что делать с этой информацией. Это зависит от того, насколько активным станет каждый человек и будет распространять эту информацию среди других. Наша возможность сделать созидательное общество реальностью зависит от нас, простых людей. Если вы смотрите нас сегодня и еще не смотрели форум, пожалуйста, посмотрите его. Он называется «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Его можно найти в интернете на 150 языках, потому что эта информация должна дойти до каждого человека. Этот форум был грандиозным по масштабу и представленной информацией. Вы должны знать эту информацию. Это действительно поворотный момент в нашей истории. Посмотрите его сегодня, поделитесь со своими друзьями и распространите его своими действиями. Да, благодарю, Ольга. Действительно, мы уже видим реакцию людей на форум, и реакция была просто потрясающей. Социальные сети были заполнены видеороликами с отзывами о форуме. Люди действительно понимают, насколько важно делиться этой жизненно важной информацией. Видеть, как много здравомыслящих, понимающих, разумных, образованных людей по всему миру действительно радует сердце. И эти видео, они не просто публикуются, они становятся вирусными, набирая миллионы просмотров. Так что очень важно поддерживать сейчас этот импульс, чтобы он продолжался, и продолжать делиться этим контентом. Давайте же посмотрим на некоторые из тех видео, записанные людьми со своими впечатлениями. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео на YouTube под названием «Наше спасение в единении». Но если это не самое чертовски важное, что вы собираетесь смотреть в течение следующих 6 лет своей жизни, я не знаю, что важнее. На самом деле не знаю. Человечеству осталось 13 лет. 13 лет, 10 месяцев, 9 дней, 1 час, 30 минут, 2 секунды до того, как все закончится. Почему об этом никто не говорит? Что? Нам действительно осталось 13 лет? Это все не об изменении климата, это о том дерьмом глобального потепления, это о том, что происходит в Солнечной системе, то, что происходит каждые 12 тысяч лет. Эти ученые собрались со всего мира и предсказали, к 2036 году этот мир уже не будет пригоден для жизни. У проекта «Созидательное общество» есть решение, как получить энергию, есть устройство для получения бесплатной энергии, для снабжения энергией всего по всему миру. Не просто какие-то определенные места, не просто определенные страны, везде по всему миру. Я думаю, что каждый человек должен посмотреть это видео, буквально каждый человек, независимо от расы, национальности, религии. Неважно, ты человек, тебе нужно посмотреть это видео. Глобальный кризис — наше спасение в единении. Это о созидательном обществе. И я считаю, что это очень важно, чтобы это послание было широко распространено. И я готова сделать что угодно, даже поставить себя в неловкое положение в видео TikTok, что угодно. Я просто хочу донести эту информацию до как можно большее количество людей, потому что, как говорится в этом видео, наше спасение в единении. И я чувствую, что мы разделены. Нам нужно всем объединиться. Yellowstone показывает тревожные признаки. Посмотрите это видео. Это ученые. Ученые объединяются, чтобы провести свое собственное исследование. Они точно знают, что мы не доживем до 2036 года. Посмотрите на это. И у нас есть только 5 лет, чтобы это исправить. Это группа ученых
Сейчас наше здание, наш дом горит. Вы больше не можете игнорировать это со своим невежеством. Откройте глаза, проведите неизвестное Мы все видим, что происходит на планете. Мы видим землетрясения. Мы только что видели, как извергаются вулканы впервые за 40 лет. Нам всем нужно повзрослеть. И нам нужно объединиться и исправить ситуацию. Это на нас. Если вы хотите жить в созидательном обществе, как я определенно хочу, узнайте больше об этом. Изучите информацию. Я действительно хочу внести свой вклад, потому что я чувствую, что несу ответственность за распространение информации. Так что какая бы у меня ни была платформа, я буду ее использовать. Возьмите компьютер, зайдите на сайт созидательнообщество.com для получения дополнительной информации. Видите, насколько великие люди, они не молчат. И, пожалуйста, и вы не молчите, и с этого момента начинает. Это то, что необходимо сделать. Записывать тиктоки, публиковать их во всех соцсетях, чтобы информировать каждого человека в мире. И мы добьемся этого, действительно. Дорогие друзья, сегодня один из вопросов, которые довольно часто мы получали, почему конкретно вот такая вот модель прогрессии была, и она была выбрана по тем математическим моделям. Мне кажется, Елизавета Хромова, она вот именно тем экспертом, который сможет ответить вам на этот вопрос. Елизавета, пожалуйста, слово вам. Да, верно. Была выбрана модель именно экспоненты, когда события нарастают с каждым промежутком времени, они ускоряются все больше и больше. Именно по той причине, потому что в прошлый цикл, 12 тысяч лет назад, эти события произошли настолько редко, настолько резко, что их интерпретируют иногда, как будто бы это было падение метеорита. Но это было не падение метеорита, потому что метеорит не может распространить пыль по всей планете. Но след от катаклизмов прошлого цикла, пожаров, наводнений, страшных извержений вулканов, он есть везде. Посмотрите информацию про горизонт Уселла, про отложение горизонта Кловис. И вы увидите, что этот горизонт, он есть везде, в осадочных породах. Это маркер. И он есть абсолютно по всей планете. Это не падение метеорита. Но это было настолько резко, настолько быстро, как будто бы это просто заняло несколько десятилетий. Я думаю, что это было во много раз быстрее. Именно поэтому мы взяли не линейную модель, как берут антропогенисты, и говорят, что через 100 лет температура поднимется на 1,5 градуса. Это все ложь. Уже через 14 лет на этой планете не будет жизни, если мы ничего не сделаем. Именно поэтому была выбрана модель экспоненты. И хотелось бы наглядно объяснить, что это такое модель экспоненты, насколько это быстро. Это, в принципе, как геометрическая прогрессия. Вы помните задачку про геометрическую прогрессию? В озере есть участок, заросший кувшинками. Каждый день этот участок увеличивается в размере в 2 раза. Известно, что кувшинки покроют всю поверхность озера за 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют ровно половину поверхности озера? Пишите свои ответы в комментариях. И если вы правильно ответите на загадку, то поймете, насколько резко может произойти выброс магмы в Марианской впадине и последующий за ним гидроудар. Спасибо. Yes. Thank you, Lisa. And, I'm Да, sure благодарю вас, Елизавета. Мне кажется, что многим известна эта прогрессия, и многим известны вот примеры с озером и всем остальном. То есть вот каким образом оно удваивается. Мы видим, что действительно удваивается каждый раз. Сейчас вот мы на этом месте прогрессии. То есть иногда мы спросить, это новая информация, которую никто не знает. Знаете, это тоже неправда. К примеру, даже между тех, кто делает политику и самих политиков, многие люди это знают.
знают. Знаете, многие из вас, дорогие зрители, уже и так узнали об этом после форума «Наше выживание в единении». То есть мы пригласили спикеров в Вашингтон, в Колумбия для встречи с политиками. И основной вывод, заключение было о том, что многие из них были осведомлены о критической ситуации с климатом, и то, что СО2 далеко не является причиной этого всего. Но они не могут открыто говорить об этом, чтобы не поднимать панику. Они также понимают, что единственный выход — это изменить формат общества, чтобы объединить научный потенциал человечества. И они готовы выступить за это с нами, когда увидят массовый запрос от электората и народа. Мы также видели много публикаций в Твиттере и ТикТоках с вопросом, почему средства массовой информации не реагируют на информацию, представленную на форуме. Ведь все же это даже не могло остаться незамеченным средством массовой информации. Все же ни один журнал не сделал никакой комментарий. И ответ довольно прост. Разве вы сами не знаете этого? Они же продвигают только своих спонсоров. Это же не свободные люди с собственным свободным мнением. Это продажные рапсоды, готовые написать что угодно за определенную цену. Они продадут и собственную мать за $1. И свой собственный дом, который, как мы узнаем, уже горит. Мы видели их клеветническую статью BBC, и теперь им просто нечего сказать, потому что наша информация на форуме, которая была представлена, была слишком фактична, логична, структурирована и имеет гораздо больше смысла, чем их рассказ о СО2. Поэтому они пока что молчат. Но это не важно. Важно же и гораздо важнее не молчать нам самим, для каждого из нас, обычных людей. Потому что мы — это 99% населения. И теперь каждый из нас может обратиться к миллионам с помощью одной публикации в Твиттере или ролика в ТикТоке. Давайте не будем ждать, пока кто-нибудь другой сделает эту работу. Давайте сделаем это сами. Давайте заставим мир услышать об этом. А сейчас я бы хотел предложить каждому из нас посмотреть эти пример мощного влияния, которое может иметь слово, которое сформировано в прекрасную поэзию от Royster Sounds. Некоторые называют его в комментариях, что это было самое красивое стихотворение, которое они когда-либо в жизни слышали. И действительно, что делает его таким прекрасным? Именно спасительная идея объединения в каждом Божьем слове текста. Спасибо. Тысячи лет. Мы меняем границы, лозунги, лица, но с чистой страницы так и не удается начать. Все те же девизы, плакаты, релизы нам поясняют, за что же сегодня пора умирать. За веру, за имя, за чью-то идею, за славу, свободу, за власть, за клапоть земли, что будет забыт. Ведь время сотрет имена все иризы, триумфы и цели, оставит лишь холод надгробных плит. Тысячи лет мы целые люди, своей кровью и грудью, силой дыханием, временем жизни своим. Платим маньякам, ужаленным властью, за плод их амбиций, их бешеной алчности пир. Мы платим сердцами, детьми, матерями. Мы отстраненно ведем своих сыновей на убой, а все для того, чтобы какой-то тиран мог заявить: «Эта земля отвоевана мной». В СМИ мы читаем оправдания убийствам, нам вяло бросают «держись». Но спрошу тебя, друг мой, честно и лично, правду скажи, сколько стоит твоя жизнь? Скажи, разве горсть какой-то земли стоит жизни детской? Стоит нашей крови? Стоит горя и боли в человеческом сердце? Ты видишь, ведь эта слепая борьба идет не в степях, а на поле тебя. На поле воззрений и мыслей, суждений. Заметил? Нас двигают пешками туда и сюда. А мы стоим молча, смирно ждем. Ну когда? Когда кто-то скажет, кто-то не стерпит.
и заговорит, и будет кричать о том, о чем все мы не можем молчать, что бурею в нас рвется наружу. На свете нет правых и левых, нет мне и тебе, есть просто люди на этой земле. Мы все хотим жить, не хотим умирать. Мы призваны жить, а не убивать. Так зачем такой мир, когда не ценится жизнь? Где нас кончит климат или свой эгоизм? Ведь лучше же мир, где жизнь ценна, где выгодно жить всем и где цель одна. Созидательное общество, понятный формат, несет благо всем, как результат. Эта модель — наш общий расцвет. Есть ценность жизни, ценность достижений, но нету ценности денежных вложений. Тогда человек в нас начнет процветать. Откроем себя и свой талант созидать. Ключ к изменениям, 8 основ в конституциях стран и фундамент готов. Они открывают нам мир созидания, правды, свободы и процветания. И весь мир должны сделать садом прекрасным для нас и детей живым, безопасным. Формат нашего мира легко изменить. Нам нужно просто начать говорить. Так скажем вместе, смело и дружно. Созидательное общество — то, что нам нужно. И вот почему я твержу: говори, потому что слово, что идет изнутри, твое слово правды и понимания, освободит нас от гнета молчания. И сейчас в единении наше спасение — это единственный путь и решение. Прошу тебя, друг, делись громко и тихо, что в созидательном обществе нужный нам выход. Созидательное общество. Нам нужно сделать его реальностью. Знаете, хотелось бы добавить, что наши простые действия, это очень правдивый мир, который многое правильного говорит о мире, о том, что происходит. Хотела бы также сказать, что все ваши простые действия, дорогие зрители, которые не займут много внимания и времени, они изменят мир. Что вы можете сделать? Вы можете поделиться ссылкой на форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» и на сегодняшнюю трансляцию со своими родственниками, друзьями, коллегами по работе и так далее. Каждый человек заслуживает того, чтобы знать о том, что его ждет, и о решении проблемы, самое главное. Созидательное общество — это мир вашей мечты, в котором каждый получит невообразимое благо. Есть люди, которые ищут это решение, люди, которые теряют уже надежду, но вы можете стать той яркой звездой, рассказывая им о созидательном обществе. Давайте поговорим о технологиях, которые будут в созидательном обществе. Алексей, следующий вопрос, который часто задают наши зрители, адресован вам. Когда новые технологии будут доступны для широкой общественности? Да, Ольга, это очень хороший вопрос, на который, казалось бы, есть на самом деле простой ответ, но он имеет очень много аспектов. Давайте рассмотрим некоторые из них. Те, изучал эту тему, наверняка знают, что многие технологии, которые могли бы полностью изменить нашу жизнь к лучшему, не только сдерживаются в развитии, но и целенаправленно уничтожаются. А их изобретатели преследуются по закону. Многие исчезают при странных обстоятельствах. Давайте возьмем пример искусственного интеллекта, ИИ, который может резко сократить количество человеческого труда. Например, сейчас мы видим, что все знают о ChatGPT, который захватывает мир. Люди используют его во многих своих творческих целях, и это было бы замечательно в создательном обществе. Но каков будет результат в нашем нынешнем потребительском формате? Сотни тысяч людей потеряют работу уже и останутся без средств к существованию. Или давайте посмотрим на
нашу жизнь с точки зрения энергии. По сути, мы всю жизнь работаем над удовлетворением своих энергетических потребностей. Потребляем достаточно пищи, энергии для нашего тела, получаем достаточно электричества или газа для отопления и питания наших домов и приготовления пищи, получаем топливо для наших автомобилей или платим за общественный транспорт, чтобы добраться до какого-то места. Так, все вращается вокруг энергии, и в частности электричества. Уже существуют многочисленные примеры бестопливных генераторов, БТГ, которые вы, вероятно, видели в интернете. Многие из них были созданы несколько десятилетий назад. Например, такие, как и работы Джона Сёрла. В нашем YouTube-канале есть замечательное видео по ТГ. Если вкратце сказать, эти машины вырабатывают больше энергии, чем потребляют, что означает, что они могут непрерывно и в изобилии поставлять свободную и бесплатную энергию. Они могут быть установлены в каждом доме, на транспортных средствах, везде, где это необходимо. Представьте себе, если бы в современном мире мы ввели бесплатную энергию. Сколько людей, занятых добычей, переработкой, транспортировкой, продажей и так далее ископаемого топлива и электроэнергии, потеряли бы работу без возможности найти работу в другом месте. Именно поэтому нам необходимо изменить формат общества на созидательный, где человеческая жизнь является высшей ценностью, где удовлетворяются все потребности каждого человека, где у нас будет, безусловно, базовый доход, стабильная экономика, и у каждого будет возможность работать, если он того пожелает. Только тогда мы сможем внедрить все технологии, которые существуют уже сегодня, но которые от нас скрывают, а также новые революционные открытия, которые мы сможем сделать, когда мы все выберем один раз и навсегда созидательное общество. Да, спасибо, Алексей. Информация о технологиях просто поражает воображение. Я в восторге от новых технологий, которые улучшат нашу жизнь. Также еще один вопрос, который мы получили от зрителей, посмотревших форум, прошедший на платформе проекта «Созидательное общество». Глобальный кризис — наше спасение в единении. Это такой вопрос. Сколько времени потребуется на то, чтобы преобразовать больницы? Будут ли все больные сразу получать лечение? Ольга, возможно, вы могли бы помочь ответить на этот вопрос? Большое спасибо. Этот вопрос действительно мне очень близок. Давайте посмотрим с такой стороны. Поскольку человеческая жизнь является наивысшей ценностью в созидательном обществе, то здравоохранение будет одним из первейших вопросов, которые будут решаться. Но трудно сказать, сколько времени на это потребуется, в частности, на преобразование больниц. Специалисты, эксперты в области здравоохранения — это те, кому, собственно, предстоит начать действовать. Как мы говорили на форуме, уже в период перехода к созидательному обществу больницы будут оснащены всем необходимым для лечения пациентов. Как только мы начнем этот процесс, все новые технологии будут внедрены и доступны каждому человеку без исключения и бесплатно. Представьте себе, такие технологии уже сегодня могут излечивать очень серьезные болезни. На форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» мы рассказывали о некоторых технологиях, которые уже существуют, доказали свою эффективность в лечении тех заболеваний, которые, как принято считать, не поддаются лечению. Поэтому большинство, представьте себе, большинство серьезных заболеваний на самом деле можно вылечить уже сегодня. Уже сегодня. И они будут излечиваться в переходной период к созидательному обществу. И важно знать, что после перехода к созидательному обществу у нас уже появятся технологии, которые позволят нам корректировать и полностью излечивать наши тела, не выходя из собственного дома. В наших, например, в душевых кабинах будет установлена капсула либо система, которая будет сканировать и устранять любые проблемы в теле, болезни, инвалидности, недомогания, различные расстройства, просто все исчезнут.
Второй вопрос, а как насчет больных? Будут ли их не сразу излечивать? Будет происходить немедленное излечение больных с помощью технологий, которые уже разработаны, но еще не внедрены. Это произойдет, как только мы начнем переходить к созидательному обществу. Кроме того, в созидательном обществе люди будут не только здоровы, но они еще и будут жить намного дольше. Намного дольше. И в хорошем здоровье. Знаете, дорогие зрители, сегодня настолько больно видеть, сколько людей страдает в нашем потребительском обществе, особенно когда ты знаешь, что уже существуют технологии, но они просто не используются. Поэтому, ребята, присоединяйтесь к нам, проводите свое собственное исследование того, какую пользу будут приносить созидательное общество вам. Я уверена, что вы найдете больше, чем ожидаете. Также посмотрите форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Там представлена информация, которая реально спасет вашу жизнь. Благодарю вас, Ольга. Знаете, право на здравоохранение, то, что действительно все хотят. И в созидательном обществе и будут это право и преимущества, и другие вещи, которые будут доступны для всех людей. То есть самая лучшая технология в сфере здравоохранения бесплатна для каждого человека на нашей планете. Не прекрасно ли это? И многие люди понимают, насколько прекрасно это, и что много это не стоит это все. Но тем не менее, многие спрашивают, что именно я могу сделать, чтобы принять участие? И каким именно образом я могу сделать свой взнос в создание созидательного общества, которое поможет не только здравоохранению, но и другие преимущества будет иметь для меня и для других людей. Кто бы хотел на этот вопрос ответить? Что именно я могу сделать, чтобы внести свою лепту? No puedo hablar, no. Ahí sí, que no tenía el micrófono activado. Ahora sí. A mí me gustaría responder. Me gustaría responder esta pregunta. Да, здравствуйте. Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, поскольку действительно у нас очень много подобных комментариев, сообщений, нам приходят письма с простой фразой, с простым вопросом: как я могу помочь, как я могу участвовать, чтобы вы и другие могли присоединиться к нам, и вместе мы более эффективно распространяли информацию, и все 8 миллиардов человек знали о проекте «Созидательное общество» и поддерживали его. Как этого можно достичь? С чего начать? Что ж, расскажите о проекте «Созидательное общество» своей семье, друзьям, соседям, коллегам по работе, в общем, всем, кого вы знаете. Поделитесь информацией о созидательном обществе в социальных сетях. Вы можете писать комментарии к видео, вы можете писать видеоблогерам, вы можете писать посты и делиться ими в социальных сетях, размещать баннеры на своих сайтах и личных аккаунтах. Сделайте так, чтобы ваши социальные сети взорвались информацией о созидательном обществе, и каждый пользователь сети распространил эту новость на весь мир. Вы также можете носить одежду с логотипом «Созидательное общество», например, бейсболку или футболку. Вы можете раздавать открытки, флаеры с информацией с сайта «Созидательное общество». Вы можете разместить флаг в своем саду, логотип на наклейке на своем автомобиле, украсить логотипом свой велосипед. Оставляйте информацию о проекте «Созидательное общество» в кофейнях, в кабинетах врачей, в местном продуктовом магазине, в парикмахерской, в самолетах, где угодно. И если вы не знаете, где взять дизайн,
для всего этого, то это уже сделано, это уже существует, есть дизайн, и вам просто нужно зайти на сайт проекта «Созидательное общество» в раздел дизайнов и выбрать тот, который вам больше всего понравится. Давайте сделаем все возможное для построения созидательного общества как можно скорее. Пишите стихи, песни, снимайте короткие видео, мемы и даже шутки о созидательном обществе. Например, можно напечатать на туалетной бумаге фразу: «Если вы не поддерживаете созидательное общество, не трогайте меня». Если вы владелец бизнеса, разместите баннер проекта «Созидательное общество» на своем сайте или добавьте логотип на свою продукцию. Покажите, что вы заботитесь обо всех людях. Один из самых быстрых методов передачи информации о созидательном обществе через средства массовой информации. Участвуйте в ток-шоу, подкастах, новостях или в любых других программах о созидательном обществе и его преимуществах. Вы также можете разместить, к примеру, объявления о созидательном обществе в статьях, газетах, журналах и на рекламных счетах. Размещайте материалы о созидательном обществе на местном и международном телевидении. Логотип проекта «Созидательное общество» должен быть везде, по всему миру. Он должен быть узнаваем во всех уголках планеты. Yes, friends. And let's not forget about doing live streams. Да, и давайте не забывать о лайвстримах в ТикТоке и видеодуэтах, потому что именно это позволяет сделать покрытие на миллионы людей и достичь сердца каждого по всему миру, потому что они видят, что люди взаимодействуют с вами вживую, создают видеодуэты, вы видите видео о созидательном обществе, о глобальном кризисе, вам нравится, опубликуйте обратную связь, делайте репосты и, знаете, сделать так, чтобы люди знали, насколько прекрасные люди в этом мире существуют. Что прекрасного в социальных сетях, они действительно позволяют нам объединиться и достучаться для других. И, знаете, никто ничего не делает для собственного интереса, они делают это все для вас, для себя, конечно же, чтобы жить хорошо в этом социальном обществе, но на самом-то деле делают это для всех людей на нашей планете. И с этими инструментами действительно можно достучаться до каждого и до миллионов и построить социальное общество в наиболее короткие сроки. Спасибо большое, да, конечно. Знаете, информация о созидательном обществе может распространяться огромным разнообразием креативных способов. Мы это уже знаем. Давайте сейчас посмотрим и послушаем песню премьеры, которая состоялась на форуме. Эта песня называется «Единство». There is a different way
Какая прекрасная песня. Она мотивирует меня и вдохновляет ежедневно действовать в направлении созидательного общества. Я люблю слушать эту песню со своими детьми, когда мы едем на машине. А теперь мы подходим к моему любимому вопросу. И любимому вопросу моего мужа. Дорогой мистер Шваб и дорогой мистер Сорос, люди требуют, чтобы вы нас спонсировали. Мы не возражаем, когда вы это сделаете. Но если серьезно, мы всегда получаем подобные вопросы. Постоянно. Позвольте мне ответить на эти вопросы. В современном мире мы привыкли к тому, что если что-то происходит, то кто-то всегда это финансирует, а кто-то стоит за этим, защищая свои теневые интересы. Но сейчас, впервые, за моделью созидательного общества стоит все человечество. Мы представляем интересы всех людей, и мы защищаем ваши интересы. И знаете, есть такая фраза: «По делам их узнаете их». Здесь стоит сказать о том, как формировался проект, о его целях и задачах. В 1996 году наши ученые обнаружили, что климат — это серьезная проблема. С помощью волонтеров, специалистов из разных областей науки мы начали изучать это явление. Было установлено, что изменение климата — это циклический процесс, длящийся 12 тысяч лет. Мы поняли, что это очень разрушительный цикл, и дни человечества сочтены. Мы начали разрабатывать новую модель общества, где можно было бы объединить не только интеллектуальные умы, но и всех людей. Мы изучили мировой исторический опыт, чтобы учесть все ошибки человечества. Главное, что мы поняли, новая модель общества должна отвечать потребностям всех людей. На протяжении последних 10 лет мы вместе с десятками тысяч волонтеров и сотнями экспертов со всего мира проводили масштабную аналитическую работу и многочисленные социальные опросы по всему миру, во всех странах. Мы проводили интервью и консультации, международные круглые столы и конференции с экспертами в разных областях. Изучая и анализируя потребности людей по всему миру, мы смогли создать работающую модель, которая преобразует все аспекты жизни общества. И самое главное, она обеспечивает возможность объединения усилий ученых для скорейшего решения климатической проблемы. Мы назвали эту модель «Созидательное общество». Но дело не в названии, а в сути этой модели, которая поможет нам справиться с глобальными климатическими катастрофами. Но я призываю вас не полениться и присмотреться повнимательнее. Посмотрите конференции, зайдите на сайт и самостоятельно ознакомьтесь со всей представленной информацией. Сравните то, о чем мы говорим, с тем, чего вы хотите, и сделайте свой собственный вывод. Кажется невероятным, что мы можем организовать глобальную онлайн-конференцию, которая синхронно переводится на более чем 150 языков и транслируется на всех платформах социальных сетей без поддержки каких-либо основных СМИ. Ничего подобного не было сделано в таких масштабах, как то, что мы делаем. И трудно поверить, что это все делается волонтерами. Но я призываю, станьте участником и убедитесь в этом сами. Тогда вы действительно поймете, как финансируется проект созидательного общества и как все это воплощается в жизнь. Наша цель — не мировое господство, не вживление микрочипов в людей и тому подобные глупости. Что касается утверждений о том, что нас финансируют какие-то конкретные люди или финансовые группы, я бы просто сказал, что если они хотят финансировать проект созидательного общества, мы будем рады им, так же, как и любому другому человеку. Но вы же понимаете, что проект созидательного общества будет финансироваться только теми, кто отстаивает интересы человечества. Я хочу жить в лучших условиях. Я хочу, чтобы мои дети жили в лучших условиях. Мы все — группа рациональных людей, которые видят проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и понимают серьезность нынешней ситуации, в которой мы все, как человечество, находимся. И мы говорим об этом.
Спасибо, Вилкинс. Да, созидательное общество — это самое лучшее решение для того, чтобы решить все проблемы, которые мы на данный момент сталкиваемся. Но опять же, ознакомьтесь самостоятельно с информацией, и я думаю, вы сами сможете ответить себе на эти вопросы. Другой вопрос, который мы получаем: что произойдет, если они попытаются изменить 8 основ после того, как будут избраны на пост президента? Мы говорим о политиках. Это правильный вопрос. И я хочу напомнить нашим зрителям, что мы ничего не исправляем в обществе потребления. Мы строим новый формат — созидательное общество. Политики будут просто представлять волю людей, а не принимать решения. Когда у нас будет электоральная платформа, коррупция будет невозможна. Все будет общедоступно. В переходной период у нас будет полная прозрачность и открытость информации. Поэтому ни один политик не сможет изменить, видоизменить или сделать что-либо за нашей спиной, так как власть действительно будет принадлежать народу. Политики в созидательном обществе не стоят ни над кем, они обычные люди, и они будут получать 10 тысяч в месяц в виде безусловного базового дохода, как и мы с вами. Они не властвуют над нами, они берут на себя ответственность. Люди принимают решения, а не политики. Если политик идет против народа, мы его отзываем, его или ее, поскольку они забыли о своей ответственности перед людьми. Все факты коррупции выносятся на общественное рассмотрение и обсуждение. И поскольку СМИ принадлежит нам, народу, все и везде узнают, что политик ведет грязную игру. Это делает человека более ответственным и дает пример другим политикам или руководителям действовать во имя общего блага. И да, мы определим, что будет достойным наказанием для того, кто намеренно откатывает нас назад. Мы решим, каким будет это наказание, но оно должно быть большим, масштабным, чтобы никому в голову даже не пришло совершать преступление против человечества. Мы строим созидательное общество для себя, а не для кого-то другого. Мы больше не являемся рабами системы, поскольку теперь у нас, как у цивилизации, есть цель — построить созидательное общество. Все, что замедляет или мешает нам двигаться вперед, будет восприниматься как бельмо на глазу. Представляете, как обрадуются политики? Они наконец-то смогут взять на себя ответственность и увидеть позитивные изменения в обществе. И они смогут стать настоящими героями, а не злодеями, как сейчас. Итак, у меня для вас финальный вопрос. Чего вы ждете? Вставайте и берите свою жизнь и жизнь своих близких в свои руки. Время идет. И мы еще не успели проинформировать каждого человека на нашей планете, в наших домах. Продолжайте задавать вопросы. Продолжайте исследовать и вникать. Созидательное общество — это наш единственный выход. Оно честное, справедливое и эволюционное. Посмотрите форум, нажмите кнопку «Присоединиться» на сайте проекта «Созидательное общество». Встаньте рядом с нами и на волонтерских началах распространяйте информацию. СМИ не будут говорить об этой важнейшей, жизненно важной информации, так как они не на стороне человечества. Они на стороне прибыли. Но мы, люди, мы не будем молчать. С вашей помощью мы донесем до каждого истинные причины того, почему нам необходим формат созидательного общества. Таким образом, у каждого человека появится выбор и последний шанс не просто выжить, а жить и процветать так, как нам даже и не снилось. Ты с нами? Yes.
Thank you so much, Olga. And just to finish it all up, I Благодарю, wanted Ольга. to Знаете, просто чтобы подсуммировать, хотелось бы сказать, что прокомментировать то, что Вилкин сказал, на самом деле удивительно. Если люди думают, что вот, знаете, вот экономический форум, ООН, это, знаете, просто вы не понимаете, какая информация на самом деле будет, какая будет в созидательном обществе. Если вы знаете действительно, какими вызовами мы стыкаемся как человечество, если вы знаете правду, вам просто чувствуете потребность действовать. И не просто стоите и думаете, ну хорошо. И поэтому проект «Созидательное общество» — это как раз-таки движение людей, которые двигаются туда. Вот, потому что это самоуправляемое общество, потому что вся власть принадлежит всем людям, потому что все обычные, нормальные, разумные люди, которые живут в этом мире, и опять-таки все для наших детей, для нашей жизни на самом деле. Нам нужно запрыгнуть хоть в какой-то вагон этого поезда. Нам нужно стать частью решения, а не частью проблемы. Посмотрим же на мир. Эти люди, элиты, мы говорим вот о Давосе, экономическом форуме, они владеют наукой. То есть, по факту, мы в конце климатического цикла. У нас не так много-то времени осталось. Они же, знаете, не мотивированы сильно сейчас, знаете, быть лидером тонущего корабля. Но с людьми мы очень даже так мотивированы, мы более чем смотивированы построить созидательное общество, в котором власть у людей всех. И что я могу сделать для общества, в котором я хотел бы жить? У нас есть три опции. Мы можем оставить как есть и посмотреть, что будет. Мы можем двигаться в сторону нового порядка вещей. То есть это еще одно. То есть все мотивированы это делать. И, конечно же, третья опция — это созидательное общество. Это вовлечение всех людей в этот мир. И каждый из нас совместно, всех вместе, то есть когда власть всем принадлежит, мы все имеем все преимущества общества и гуманный способ жизни. И все наконец-то смогут жить так, как человек с большой буквы этого достоин. Без войн, без, знаете, необходимости жить и работать чисто для того, чтобы иметь какое-нибудь место, где спать или отдохнуть, или в безопасности быть, за еду работать, знаете. И просто потому, что условия плохие в именно потребительском формате общества. Поэтому, ребята, для всех из вас, кто еще имел этот вопрос, что делать, я надеюсь, мы смогли на него ответить. Если вы все еще не поняли, мы более чем рады ответить на что угодно. Если у вас остались вопросы, пишите, мы постараемся ответить. И знаете, я искренне надеюсь, что мы на какое-то количество ответили, потому что искренне честь увидеть всех спикеров сегодня, всю техническую поддержку. Знаете, стрим переводится на столько языков и столько людей, знаете, за кулисами, которых мы даже не видим. Но они привносят свою лепту в то, чтобы это все было возможным. Поэтому делитесь этим всем, делитесь вашей обратной связью, какой бы обратная эта связь ни была онлайн. Спасибо за то, что были с нами, и спасибо вам большое.